вечер. Да, сегодня очень шумно. И я смотрю на родительском собрании, нету опять родителей Хамида, да? Есть, подожди, есть. Солома. Что значит солома? Ну, говорю, здрасте, красавица. Не надо меня называть красавицей. Хорошо, не красавица. И не красавицей не называйте меня. Эй, слышали, красавица, говорю, не нравится. Не красавица, говорю, тоже недовольна. Тебя как называть? Ишак тебя нюхал. Я директор этой школы. И зовут меня Изольда Марковна. Приятно познакомиться. Командир Атары овец Хасана Утконос. Так, вы отец Хамида? В ауле говорят я. Очень хорошо. Я каждый день пишу в дневнике: родители, явитесь в школу. Вы читали дневник? Что читал? Дневник читали? Слушай, Ишак тебя нюхал. Ты что думаешь, если я в поле барашек пасу, книги что ли не читаю? Конечно, читал этот твой... Дневник. Ник. Забыл про что. Давно читал. По-моему, в конце этот дневник на лягушке женился, да? Точно, вот, точно. Я не знаю, про какой дневник вы говорите, но я говорю про дневник вашего сына. Что? Мой сын книги пишет? Я говорил, что мой сын вундервунд. Вы, наверное, хотели сказать вундеркинд. Ну да, вундервунд. На меня посмотрите, второй я. Оно и видно. Гены. Чего? Гены, говорю. Не Гена зовут его, Хамид. Понятно. Но я говорю не про дневник, книгу, а про дневник, куда заносятся оценки учеников. Вот дневник вашего сына, полюбуйтесь. Это мой сын написал, да? Да-да. Ну-ка. Алра. Алра. Алгебра. Я же говорю алгебра. Палка. Гфия. Гфия. География. География. Палка. Физика. 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 Физика, палка. Слушай, что за палки? Ты моему сыну что, трудодни ставишь? Так это не палки, это оценка такая, единица. Ставится особо тупым ученикам. О, а говоришь, что не умеет учиться. Смотри, среди этих палка какой красивый два здесь. Слушай, я не понял, Ишак тебя нюхал. Ты что, из-за этой чепухи меня от барашек оторвала и сюда притащила, что ли? Подождите, вам что, этого мало? Ваш сын не учится, ругается, дерется. Вон девочек за косичек дергает. Вот ты интересный. А за что он должен их дергать? Он в классе весь мел съел. Ну, съел 2 куска мела. Ваша школа что, обеднела от этого? У нас дома 2 мешка цемента сожрал. Организм растет у ребенка, понимать же надо. Элементарно на уроке литературы я у него спрашиваю: Хамид, скажи, пожалуйста, кто убил Пушкина? А он... Пушкина убили! Кто убил? Ваш сын сказал, что вы убили. Я? Да. Вот и пальцем не трогал его. Клянусь, сам на своих ногах и ушел. Кто? Кто? Пушкин. Подождите, вы про какого Пушкина говорите? Она интересная какая-то. Пушкин их много, что ли? Пушкин он, сосед мой, Кардан Пушкин. Я говорю не про вашего соседа Пушкина, а про великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вот его памятник на площади стоит. Они не успели убить, памятник готовый был, что ли? Это не наш Пушкин. Конечно, не ваш Пушкин. А я узнал, этот Пушкин тоже. Точно. Это же который всякие популярные эти пишет, да? Да-да. Точно, который Муму написал.
Муму Тургенев написал. Что-то я вас не пойму. Если Муму Тургенев написал, памятник Пушкину зачем поставили? Слушай, я тоже стихотворение пишу. Стихотворение пишу и барашкам читаю. И что они говорят? Не поверишь, слова не говорят, меня слушают. Да, это о чем говорит? О чем? Балдеют. Да. Да, было бы интересно на них посмотреть, Да? когда вы им стихи читаете. Да? Это Да. ты хочешь, чтобы я прочитал, да? Хорошо. Только стихотворение грустный. Ничего, переживем. Грустное стихотворение про листы. Про что? Лист, ну, листы. Осень наступила. Падают листы. Мне никто не нужен, кроме ты. Вот так я написал. Спасибо, конечно. Да, буквально сегодня утром закончил продолжение. Возвращение листов 2. Ремиксом. Чем? Ремиксом. Птицы улетают в дальние края. Знаю, в этом жизни любишь только... Во, страна знает своих героев. Вот так. Ваш сын тоже пишет стихи. Ха, я же говорила, наша семья природе отдыхать не даем вообще. Вундервундом рождаемся каждый день. Смотри, полный двор вундервундов у меня. Видно. На уроке русского языка я дала детям задание, чтобы они сочинили стишок. Ну, что там присутствовал маленький мальчик. Ага, Вот что ваш сын сочинил. Давай. Маленький мальчик с поломанной ножкой кушает суп деревянной ложкой. Мамочка с нежностью смотрит на сына. Когда же ты сдохнешь, хромая скотина? Ну, как вам это нравится? Зато какой рифма, да? У ребенка рифма. Какая рифма? О чем вы говорите? Директор школы не знает, что такое рифма. Я тебя научу, что такое рифма. Рифма, когда окончания слова одинаковые. Вот, например, слово «пальто». Рифма – полупальто. Вот. Ботинок – полуботинок. Вот. Рифма. Ваш сын курит, между прочим. Так, стоп. Какие сигареты курит? Да при чем тут какие сигареты? Ребенок сидит в классе и нагло курит. Я тебя спрашиваю, как называются сигареты, и шаг тебя нюхал. По-моему, Беломор. Мои ворует. Точно, у отца ворует. Каждую неделю лично ему блок прими покупаю. Не, ну почему ребенку надо покупать сигареты? Потому что он бычки будет курить, мусор собирать. Все, хватит. Так, уважаемый Хасан Утконос. Да, я вас в школу вызвала, чтобы сообщить вам, что я вашего сына оставляю на 2-й год. Ты на кого батон крошишь? А? Ты на кого кефиром дышишь, мышь белая? Что значит на 2-й год оставляю? Оставляю на 2-й год. Дорогие родители, мой сын 5 лет в 6 классе сидит. Хоть раз можно его подвинуть? Как я его подвину, когда ваш сын даже считать не умеет нормально? Слыши, специально придирается к моему ребенку. Как не умеет считать? Вы хоть слышали, как ваш сын считает? Ну как? 7, 8, 9, 10, валет, дама, король, туз. Короче, давай сюда документ. В смысле? Давай сюда документ. Я забираю сына из школы. Как это так? Забираю сына из школы. Ребенок должен школу закончить. Слушай, мой сын тебе когда-нибудь говорил, что хочет стать космонавтом? Нет. Профессором? Нет. Или артистом? Нет, не Ну, говорю. чего мучаете его? В смысле? Ты лицо моего сына видела когда-нибудь? Я его каждый день вижу. А ты близко подойди и посмотри на лицо моего сына. У него на лбу вот такими буквами написано «Чабан». Понимаешь? 100 лет его учи, лучше, чем чабан не выйдет. Так что читать, писать научили? Молодец. Приходи ко мне на кошару, барашку зарежу тебе. Все, на меня больше не рассчитывайте. Другому сердце ты отдай, я Николай. Все, давай. Хасан Утконос, подождите.